Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, мои дорогие зрители, гости канала. Давайте сегодня посмотрим такую тему. Какой дорогой вы идете и к чему вы в будущем придете? Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, назовите свое имя и загадайте на себя. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, какой дорогой вы идете? К чему в итоге вы придете? Так, ну дорога тут, скажем так, не очень, честно говорю. Здесь было очень много болевых ощущений в этой дороге, в этом пути. Здесь человека достаточно жестко по жизни кидало, бросало. Люди вас обижали, несправедливо с вами поступали, сердце разбивали. То есть у кого-то вот прям в сердце дословно, видите, вот как меч торчит, до сих пор торчит с левой стороны. Ну, лихой человек обидел, вот он сам стоит, да, этот меч вам в сердце вставил, да, и до сих пор его не забрал. А у вас из этой ситуации зайцы в душе завелись. То есть вы... Я не могу сказать, что трусом человек стал, да, но страхи появились, комплексы, возможно, сомнения, переживания, шоры, зажимы, у кого как отыграется. То есть непростая ситуация вашего прошлого. Здесь либо вы очень сильно пострадали в любви, в любовных отношениях, то есть кто-то жестко вас так раз рубанул прям конкретно, причем со спины, прям как-то в самый непредсказуемый момент, да, вот как-то произошло. А у кого-то отыграется, что, ну, прям несправедливость была. Несправедливость либо от высоких чинов, высоких людей, либо от друзей, коллег, тех, кому вы верили, тех, кому доверяли. То есть здесь человек натерпелся, в жизни натерпелся. И теперь передо мной просто человек, который вот заинька. Заинька, который... Но в жизни многого боится, сомневается. И такая политика, да, лучше отсидеться, подождать, посмотреть, что будет, чем идти и, например, там свое добивать. Либо выбивать еще, не дай бог, с кого-то. Вообще страшно становится, да. Неуверенность в себе. Вот смотрите, вы спросите, да, живу я плохо. Почему живу плохо? Да потому что не уверены в себе, потому что не верите себе, потому что страшно вам жить, завтрашнего боитесь. Вам бы прошлого бояться, а вы боитесь будущего. Это неправильно, это деструктивно. Вы понимаете, что наша жизнь, она так устроена. То есть у нас есть наше прошлое, это тот опыт, который мы приобрели. У нас есть сегодняшний момент, он же настоящее, он очень такой неуловимый, да, неуловимый, потому что грань провести между прошлым и настоящим практически невозможно, сложно. И есть будущее. Это то, что нас мотивирует, это то, что заставляет нашу кровь течь по артериям. Вот, а вы как раз-таки боитесь этого будущего, и вы сдерживаете себя, свою энергию, свою кровь в этом. Куда вы идете? Ну, вы идете к своему исполнению, вы идете к тому, чтобы выстоять. И не только перед всякими там сложностями, трудностями, но и перед своими шорами и зажимами. Понимаете, к этому идете. У вас тут еще и гусь, видите, какой вот голова гуся, видите, она такая красивая, да, очень такое деформированное тело, очень мелкое и такое вот прям худенькое. Гусь – это хороший знак. Он же утка. Это про семейность, это про богатство, это про зажиточность. Это про то, что вы очень неплохо можете жить, да? Очень достойно можете жить. Но в вашем случае вот нужно набирать массу, да? Нужно набирать жир, нужно расти. Да, причем вширь обязательно нужно расти. У кого-то, кстати, дословно отыграется. Может быть, у вас упадок сил, может быть, у вас дистрофия какая-нибудь. Да? Я забыла, как называется болезнь. Вот когда человек в скелетик превращается. Анорексия, да.
не дай бог, конечно, такое, но вот прям поберегите себя. У кого-то это играется в плане именно энергетическом, да, человек истощенный идет, просто истощенный. Вам бы быть прекрасным лебедем, да, а вы вот такой лебеденок, который вот огромная шея, голова, да, прекрасная причем. Ума много, понимаете, ума много, но применить вы его что-то вот либо не можете, либо не получается. Да, быть вам лебедем, но придется себя победить, вот как хотите. Может быть, кто-то будет разочарован. Я не скажу, что кто-то виноват в ваших бедах и проблемах. Вы себя победите, преодолеете себя, наберете массу, расправите свои прекрасные крылья и будете всех радовать, восхищать, покорять. Вот такое будущее у вас будет. Так, кто у меня в любви, в отношениях? Слишком много переживаний, слишком много воды. Не обижайтесь на меня, но вода идет из ваших ушей. Почему из ушей? Человек, который рядом с вами, он делает и, например, говорит ровно то, что он с вас считывает. Не то, чего вы хотите, либо на что надеетесь, а то, что он с вас считывает. Тут какой-то деформированный посыл, то ли вы неправильно выражаете свои чувства, мысли, эмоции, то ли вы свои желания, да, не можете правильно выразить. То есть человек, ваш партнер, например, да, в любви, в отношениях, он не знает, как вас воспринимать, как правильно понимать то, что вы ему там говорите и показываете. Здесь уже ситуация немножечко как в привычку вошла, да. Если раньше еще человек пытался там что-то делать, вас понимать, там несколько вариантов, да, как жонглер, то есть пытался там трюки всякие исполнять, а вдруг там попаду в цель, то теперь уже человек как будто бы подзабил на эту ситуацию. Девочки, мальчики, кто меня сейчас смотрит, проблема идет, косяк, да, с вашей стороны. Почему? Будет слишком эмоциональный человек, слишком боитесь жизни, да, вот прям так хочется сказать, боюсь жизни, боюсь жить, боюсь, там страшно, а я такой маленький, а там такие огромные деревья, мир, люди, да, страшно. Убирайте эту дурь из своей головы, простите за грубость, но по-другому тут, что тут юлить, да, говорю как вижу, убирайте, ставьте себе цели, думайте, мечтайте, идите вперед, страшитесь прошлого и того, что вы, например, не вынесли до сих пор уроков из этого прошлого. Будущего бояться вам не стоит. А в будущее нужно верить, и будущее нужно любить. И будущее нужно рисовать здесь сейчас, понимаете? Линии своего будущего. Вот это очень важно. Человек ваш любимый, но, скажем так, к вам подтянется, под вас подстроится. Он это делает уже на протяжении многих периодов, да, и ничего, как-то получается, как-то выживает. Может быть, он тоже непростой, и характер может быть свой, какие-то свои могут быть тараканы. Все мы люди. Но вы должны понимать такую вещь. Вы идете как... правильно, не могу сказать, что прям самый главный важный человек, да, в паре, в отношениях. Вы... сердце, понимаете, вы сердце. То есть сердце, оно же поставляет кровь по всему организму. И если с сердцем что-то происходит, все катастрофа. Поэтому вы должны себя начать. Себя вы начинаете, человек к вам подтягивается. Кто у меня сейчас в особо страдательном положении, что вообще ни котенка, ни ребенка, и кроме как воспоминаний горьких прошлого ничего не осталось, то здесь вам, конечно, нужно обратить внимание на себя, на свое развитие. Вам нужно развлекать свой мозг и немножечко его еще и обучать при этом. Найдите себе какие-нибудь курсы по душе, найдите отдушину в обучении, в чтении, в созидании, в творчестве. И вы начнете успокаиваться, и путь ваш будет прорисовываться. У вас очень неплохой путь на самом деле. И как будто бы не знаю, как правильно подобрать слово, да, то есть наша жизнь разбита на определенные периоды. Вот вы на пороге нового периода. Этот период будет очень длинный, можно сказать, самый длинный период вашей жизни. И этот период, он будет самым
продуктивным, динамичным, и он несет очень много исполнений с собой. А дороги вам открыты, что с одной стороны, что с другой стороны, все пути открыты. Дороги, да, извилистые, но они широкие, они полные, да, это не то, что вы там бредете по какой-то там каменной тропе куда-то в гору, нет, здесь вот прям такие красивые тротуары широкие, да, можно вот прям свободно идти и прекрасно себя чувствовать. Главное, нужно идти, главное, не нужно бояться, главное вот эти все страхи свои и сомнения победить. В будущем я вижу, вы на высоте, понимаете, вы на высоте. У вас в руках будет два дела. Два дела, это могут быть как рабочие дела, да, будете заниматься и тем, и этим. Это могут быть и два очень важных человека в вашей жизни, две ситуации, две возможности, два чуда, два исполнения. В общем, два это лучше, чем один, понимаете, да? Есть за что бороться, есть к чему стремиться. Я вижу, что крыша над головой у вас есть. Я вижу, что на вас, вернее, да, что-то снисходит выше. Понимаете? Здесь вот звезда, я так понимаю, должна быть, да, но у нас показана только нижняя часть этой звезды. То есть вы еще туда не дошли. Когда вы будете все ближе и ближе подходить, то эта звезда будет очень четко прорисовываться. Хорошие, добрые люди. Здесь семья вышла. Семья, причем вот смотрите, двое детей, их может быть больше, но вот вижу два основных. Здесь коллеги, работа, кого-то, может быть, ученики, последователи. Вам еще важную роль сыграть, вам еще блеснуть. Вы даже и не подозреваете в сегодняшнем дне, кто вы есть на самом деле. Для вас это тайна и загадка. И если я вам сейчас скажу, вы просто посмеетесь и скажете, да, ерунду несет, да. Тетка с ума сошла, что попало, говорит. Вы должны... Вы знаете, вы не должны это ни от кого слышать. Вы должны до этого дорасти. Вы должны это первыми у себя в голове осознать. То есть ваш же мозг вам должен это все сказать. И только так это будет для вас вот именно, знаете, самым прекрасным и радостным моментом в вашей жизни. Непростая судьба, непростая жизнь, непростые препятствия, преодоления. Да, иногда кажется, что это какие-то рукотворные вещи. Многие могут подозревать магию. У многих эта магия, кстати, возможно, и присутствовала, особенно в прошлом. Но вы человек какой-то уникальный. И к вам особо вот эти все магические действия, да, не пристают. Понимаете? Вот не пристают и все. А что пристает, то оно такое, знаете, чуть-чуть там покусает, поколет, да, и само отвалится. Вы под защитой ходите. Защита очень сильная. Защита как и рода, так и высших сил, так и ангела-хранителя. У вас есть за что или для чего, да, оберегать, продвигать и защищать. Поэтому знайте об этом. Придет время, вам все станет понятно. А кто-то, кстати, уже про себя знает, кто он, либо кто она, для чего пришел в этот мир, с какой целью, с какой миссией, с какой задачей. В любом случае, вы зашли на эту отсыпочку, я вас уверяю, 99,9% людей попали сюда не случайно, именно на это видео. Именно на это видео. Если вы попали, знаете, что у вас особая миссия, особая роль. И вы не просто винтик в этом огромном механизме. Не-не-не. Вы, скорее всего, либо какой-то, не знаю, как это можно сказать, да, главная кнопочка, запускающая какие-то очень глобальные перемены, либо открывающая какие-то вот прям супер там врата возможностей. У кого как отыграется. Вы еще себя найдете, вы еще это узнаете. Мои дорогие, на этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.